О переходе республики в режим онлайн, об обеспечении беспроводным интернетом города Якутск и сотовой связью самые отдаленные пункты республики, о том, когда Якутия перейдет на цифровое вещание и как помогает режим онлайн модернизировать образование, рассказали на пресс-конференции Министерства связи и информационных технологий. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Строительство оптоволоконной линии связи, обеспечение Wi-Fi интернетом и сотовой связью – самые отдаленные населенные пункты. О Якутии электронной рассказали на пресс-конференции Министерства связи и информационных технологий. Сегодня город Якутск стремительно подключается к беспроводному интернету. Wi-Fi доступен в театрах, площадях и больницах. Мы в этом году также для северных и арктических улусов начинаем организацию пунктов коллективного доступа в 44 населенных пунктах. Вот эта работа только в этом году начинается, и в будущем году будет продолжена и по сотовой связи, и по доступу в интернет. Мы где-то за 2 года по сотовой связи порядка 10 населенных пунктов будет сделано, а больше 50 по доступу в интернет. Якутию сегодня обеспечивают сетью 3 спутника. В скором времени восточную сторону республики охватит еще один спутник Ямал-300К. Началась работа и по проведению оптоволоконной линии связи с Нижнего Бестяха до Магадана через Чурапчу, Тыккёль, Хандугу и Аймекон. Протяженность линии в 2017 году должна составить 6,5 тысяч километров. Продолжается работа и в сфере обеспечения сотовой связью. Сегодня самые малонаселенные пункты имеют возможность ловить мобильную сеть. Сейчас оборудование загружено где-то процентов на 5-10, то есть в пиковой нагрузке мы там выдержим раз в 10-15 больше, чем сейчас. То есть если соберется там на какое-то мероприятие очень много людей, они смогут все, пожалуйста, пользоваться интернетом на достаточно высокой скорости. У нас сейчас большой проект с Министерством здравоохранения. Они хотят, чтобы подобный проект был развернут практически во всех лечебных учреждениях Республики Саха-Якутия. Ну, за Республику Саха я не берусь за всю. Город Якутск мы постараемся закрыть полностью. Переход на режим онлайн позволяет модернизировать сферу образования. Сегодня 200 школ уже в сети. Открытый доступ позволяет следить за системой образования, уроками и оценками учеников. Вместе с тем, онлайн-режим позволяет получить образование детям с ограниченными возможностями. В удаленном доступе образование сегодня получает 600 детей-инвалидов. Минсвязь республики ведет работу по полному переходу муниципальных и государственных услуг на электронный вид. Сегодня самые популярные услуги – это очередь в детский сад и запись к врачу. Развивает и расширяет список услуг и Почта России. В этом году она получила 75 единиц техники. В 427 почтовых отделениях появились терминалы для денежных операций. Теперь можно погасить кредит, производить оплату налогов и многих других государственных услуг. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.